Пожар в Кемерово унес десятки жизней, и многие сейчас также остаются в больнице в плохом состоянии. В России объявлен траур, и сейчас по всей стране проводят проверки в местах большого скопления людей. Насколько безопасны объекты в столице и в целом по России, и как сейчас проходят эти самые проверки, мы сегодня поговорим с инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутску ГО МЧС Республики Ксенией Рахматуллиной. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос будет в связи с трагедией. Как именно усилили меры безопасности и где проводятся сейчас проверки? После произошедшей трагедии было собрано экстренное совещание, на котором было определено провести профилактику на объектах массового скопления детей, то есть торгово-развлекательные комплексы. Мы следующим же днем приступили к данному направлению. Провели, например, вчера в ТРК «Азия», ТРК «Туймада» профилактические обследования. То есть обследования продолжаются и по сегодняшний день, и будут продолжаться. Наши корреспонденты накануне прошлись по нескольким торговым центрам в городе Якутске и обнаружили, что многие пожарные выходы были закрыты. В частности, в торговом центре ЦУМ было закрыто 2 пожарных выхода. Как часто вы встречаетесь с такой ситуацией и какие меры в таких случаях принимаются? Такие нарушения очень частый случай, к сожалению. Это нарушения носят характер очень частый. И, соответственно, если граждане видят данную блокировку путей эвакуации, им необходимо обратиться в администрацию с указанием данного нарушения, зафиксировать фото, видео и направить данную информацию в орган государственного пожарного надзора. В дальнейшем будет проведено также обследование, либо же инициирована внеплановая проверка через орган прокуратуры для проверки данного объекта. Вы, наверное, уже видели то, что в мессенджерах сейчас активно призывают создать такую, так скажем, акцию протеста 31 марта и бойкотировать все торговые центры, тем самым обязав директоров этих торговых центров показать всю пожаробезопасность, которая в них находится. Как вы можете прокомментировать подобные акции? В различных мессенджерах проходит много информации. Да. В первую очередь хотелось бы сказать гражданам, чтобы они ни в коем случае не паниковали, что наши торговые центры всегда проверялись. Сейчас в данное время мы проводим обследование, и в дальнейшем будущем будут инициированы внеплановые проверки на основании запроса прокуратуры Российской Федерации. Соответственно, безопасность соблюдения людей на этих объектах мы контролируем. Если сейчас у кого-то имеется информация, что факт нарушения подтверждается, еще раз повторюсь, чтобы нам направили данную информацию с фиксацией этого нарушения. И в дальнейшем будут приняты меры, в том числе и административного воздействия на нарушителей. А вот в частности в самом Кемерово столкнулись с такой ситуацией, что люди не могли найти выход, потому что не было, по данной информации, не было указателей на пожарные выходы. У нас есть ли эти указатели и схемы расположения этих выходов? Да, в первую очередь гражданам при посещении торгово-развлекательных комплексов необходимо проявить личную ответственность. При входе в здание необходимо обратить внимание на план эвакуации, на количество входов и выходов. На наших объектах также имеются планы эвакуации. Они расположены у каждой лестницы в соответствии с требованиями. Также имеются направления, знаки пожарной безопасности, куда необходимо продвигаться. А люди знают о них, проводят ли какую-нибудь работу по оповещению граждан или какие-нибудь беседы на рабочих местах и, в частности, детях? То есть в школах проводятся ли тоже такие мероприятия? Более 2 лет мы уже перешли на рискоориентированный подход, в который входят как раз-таки рейдовые мероприятия, профилактический обход граждан, проведение инструктажей, работа со школами, детскими садами, совместно с администрацией города Якутска, совместно с преподавательским составом учебных заведений. То есть мы это все работу разъясняем. Также хотелось бы обратить внимание, что родителям тоже необходимо сообщать эту информацию детям, не оставлять их одних без внимания. И разъяснять также требования пожарной безопасности. А что вы можете посоветовать разъяснять родителям? То есть, если мы говорим, допустим, о разъяснении правил безопасности на дорогах, то всегда встает перед глазами картина, что нужно разъяснить ребенку о том, что нужно не переходить на красный свет и прочее. А вот какую информацию может родитель дать своему ребенку, чтобы донести до него
вот эту вот В безопасность? первую очередь, если мы разговариваем о торгово-развлекательном комплексе, да, это большой объем площади. Да. Если семья разделяется, да, с ребенком, с родителями вместе, где-то их оставляют, необходимо изначально договориться о месте встречи в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации. Если ребенок один, без сопровождения взрослого, необходимо ему обратиться к другому, более старшему лицу или же к работнику торгово-развлекательного комплекса о том, что он договорился о встрече в определенном месте. Ни в коем случае ребенку не нужно паниковать, нужно объяснить, что если он один остался, чтобы его сопроводил кто-то из более старшего взрослого поколения вот, за помощью, либо опять-таки к работнику администрации. Но, как правило, эти действия работниками торгово-развлекательных комплексов отработаны, и они следят не только за взрослыми, естественно, и за детьми. А вот что нужно делать в тех случаях, когда вот происходит как раз-таки массовое скопление людей в результате пожара, и они начинают всей вот этой вот массой спускаться по пожарным выходам, по основным лестницам, по лифтам, может быть. Как себя вести в толпе в эти моменты? В толпе ни в коем случае нельзя поддаваться панике. Одним из приемов, да, борьбы с паникой в толпе является взгляд вверх. То есть вы смотрите поверх голов, то есть параллельно, в соответствии с требованиями эргономики, знаки пожарной безопасности также расположены, то есть на уровне в глаз людей. Соответственно, чем выше вы поднимаете голову и смотрите направление, тем меньше паники создается вокруг, и вы движетесь по потоку в направлении эвакуационного выхода. А вот если смотреть видео с камер видеонаблюдения торгового центра Кемерово, там по картинке видно, что дым распространился буквально за 10-15 секунд по торговым площадям. И как действовать в той ситуации, когда из-за дыма не видно, куда идти? В случае, если высокая зона задымления уже присутствует, где вы находитесь, дым, как правило, поднимается вверх, то есть опасные факторы пожара. Необходимо пригнуться, по возможности прикрыть органы дыхания мокрыми тряпками или вообще просто их закрыть и продвигаться в направлении выхода. Так, хотелось бы еще поговорить, вернуться к теме нарушений. Вот сейчас вот мы только что объявляли, что первые нарушители, в частности директора торговых центров самих уже как бы начинают отбывать свое наказание, точнее готовятся к суду. Говоря о нарушениях, как готовят, какие предписания, точнее, выносятся в случае нарушения? В случае нарушения, если мы говорим о плановой или внеплановой проверке, составляется акт проверки, выдается предписание со сроком устранения. В дальнейшем применяются меры административного воздействия. По итогам внеплановой проверки всегда инициируется следующая внеплановая проверка. В дальнейшем составляется также административный материал и направляется в органы суда. А какие чаще всего встречаются нарушения? Нарушения, опять-таки, встречаются чаще по захламлению путей эвакуации, то есть это складирование либо товаров, либо кладовок каких-либо оборудуются, да, с маленькими перекрытиями. Очень часто встречаемся с тем, что собственники имущества сдают под аренду в холльных помещениях торговые точки, которые не предусмотрены проектной документацией и не должны там находиться. А с чем связано вот это вот захламление, как вы сказали, вот выходов пожарных? Неужели сами работники и предприниматели не осознают, какая ответственность на них ложится в таком случае? К сожалению, приходится очень часто разъяснять, чем это грозит, да? Что при приемке товара очень часто выставляют коробки, заставляют весь коридор, пока не примут, не перенесут, да, в торговые помещения. И, к сожалению, мы стараемся с этим бороться, вот, объяснять гражданам, чем это чревато. А что ждет в таком случае злостных нарушителей, тех, которые неоднократно уже нарушали вот эти вот предписания и продолжают их нарушать? Меры административного воздействия, то есть если ранее у нас была 3-я, 4-я часть, да, это нарушение касаемо как раз путей эвакуации, систем противопожарной защиты. Вот. К сожалению, в прошлом году данные статьи были исключены из Кодекса об административных правонарушениях совместно с 5-й частью, мерой которого являлось административное приостановление деятельности. И в данное время мы можем вынести только штраф.
Мгм. А работники и, в частности, предприниматели, проходят ли они какое-либо обучение по пожарной безопасности или аттестацию, может быть? Да, это прямое требование закона в соответствии с постановлением правительства номер 390 правила противопожарного режима в Российской Федерации. Руководитель организации должен пройти обучение мерам пожарной безопасности, он называется пожарно-технический минимум. Далее он определяет круг лиц на своем объекте, кого он назначает ответственным по пожарной безопасности, с прохождением дальнейшего обучения мерам пожарной безопасности и в дальнейшем обучением остальных работников с прохождением инструктажа, не реже раза в квартал, соответственно, с занесением данной записи в журнал, все под роспись. Этот журнал мы также проверяем знания работников мерам пожарной безопасности и их действиям при возникновении пожара. И как вы оцениваете эти знания? По сравнению со вчерашним, например, в торговых центрах охрана достаточно хорошо знает свои действия при возникновении пожара. Но у нас возник вопрос с планетой Kids в ТРК Туймада о том, что здесь персонал не отработал ситуацию в случае возникновения пожара и нахождения детей на роликовом катке. Администрация приняла эту информацию. В данное время они сейчас разрабатывают действия для персонала отдельно касаемо данного катка. Вот сейчас проходят массовые проверки, как мы уже сообщали ранее, как вы уже сообщали. Чего ждать от этих проверок и что будет после того, как закончится вот этот проверочный бум? Будет ли после этого какое-нибудь улучшение ситуации? На самом деле у нас всегда проводилась работа в отношении развлекательных центров, в отношении других также объектов, и школ, и детских садов. Контроль за данными объектами безопасности на них ведется в повседневном режиме. В связи с трагедией мы усилили работу в данном направлении. И, соответственно, когда, как вы выразились, бум пройдет, наша работа точно так же продолжится. То есть также продолжится и профилактические обследования, и проведение проверок на объектах. Это неизменимо. И очень коротко, какие уроки нужно извлечь из происшествия, которое произошло в Кемерово? Это действительно очень большая трагедия для нас всех. И хотелось бы сказать, что личная ответственность каждого гражданина, от нее зависит ваша безопасность. Соответственно, не нужно перекладывать ответственность на предпринимателей, на надзорные органы и на иные органы. В первую очередь нужно начать с себя. Спасибо. То есть как обеспечено. Спасибо. А я напомню, что это было актуальное интервью. Сегодня мы поговорили на тему противопожарной безопасности с инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутску МЧС Республики. В студии работал Василий Раченко. Берегите себя.